сегодня же глава Коми произвел ряд кадровых назначений. Лилия Апарина, ранее занимавшая должность руководителя администрации главы и правительства республики, назначена на должность постоянного представителя Коми при президенте Российской Федерации. Она займет в Москве место Валерия Коробова. Ее же кресло отдано Ольге Осиповой, до последнего времени руководившей управлением государственной и гражданской службы. В свою очередь на место Осиповой назначена Елена Макарова, ранее занимавшая должность заместителя начальника. И сегодня же Вячеслав Гайзер подписал распоряжение о назначении Натальи Арнаутовой на должность министра здравоохранения. С сентября она руководила ведомством с приставкой ИО. Сегодня эти перестановки утвердили на сессии депутаты Госсовета. И самое главное, приняли почти единогласно бюджет республики, по которому мы будем жить в следующем году. Все подробности у Татьяны Супряткиной. Нынешняя сессия стала, пожалуй, самой трудоемкой в этом году. Заседание длилось почти 3 часа, хотя повестка была стандартная – 2 десятка вопросов. Но основное внимание, конечно же, было уделено бюджету следующего года. Хотя и главный финансовый документ депутаты успели изучить досконально, все-таки поработали вместе с профильными ведомствами над бюджетом почти 2 месяца. Не лишним посчитали напомнить, в следующем году республика планирует заработать 62 миллиарда рублей. В затратах приоритетными останутся дороги, на них выделят 3, причем треть уйдет на строительство новых. И, конечно же, поддержка населения. Бюджет вновь получился социально ориентированным. 65% доходов направят на выполнение всех обязательств. 2 таких момента, на которые можно обратить внимание. Это мы продлеваем ту программу для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по капитальному ремонту. Одноразово 100 тысяч рублей может потратить такой человек на свое жилье, или жилье, где дало государство, или 50 тысяч рублей и 50 тысяч рублей на текущий ремонт, тоже одноразово. То есть программа востребована, порядка 50 таких вот граждан за эти 2 года получили такую возможность, а это в принципе неплохо. Да? Финансовая дисциплина и эффективное расходование бюджетных средств – это очередное напоминание муниципалам. Год предстоит сложный, потому всем придется затянуть пояса. Конечно, все программы, а их 18, работу продолжат. Также будут поднимать сельское хозяйство, капитально ремонтировать, возводить новые объекты. Здесь в помощь государственно-частное партнерство. По такой схеме планируют построить 22 центра. Социальные объекты, которые сегодня у нас заложены по этой программе, они должны построены быть в срок, и главное, построены быть качественно. Соответственно, заказчики и строители, они должны соответственно подойти к работе, и только тогда это будет действительно объект, который стоит того, чтобы за него мы проголосовали, стоит того, чтобы за него вложили деньги. Но есть одно преимущество: если мы же не платим сразу деньги все, как по конкурсу за строительство, мы получаем этот объект готовый, и потом выплачиваем его в течение определенного количества времени. Если этот объект не будет готов, мы его просто не примем, соответственно, платить за него не будем. Что еще может разгрузить бюджет, так это частные инвестиции в лесную отрасль, то, чем богат регион. Этому был посвящен правительственный час. Желающих освоить лакомый кусок много. Правда, к инвесторам есть одно главное условие. Они должны обеспечить переработку отходов древесины с использованием биотехнологий. Но взамен им предлагаются преференции: предоставление участков без проведения аукционов и аренда за полстоимости. В Республике Коми в настоящий момент успешно реализуется 6 таких инвестиционных проектов. Например, в Сыктывкаре всем известный проект СТЭП, проект Сыктывкарского домостроительного комбината. В разных районах республики есть такие проекты, например, в Троицко-Печорском районе, в Усть-Вымском районе, в Прилузском районе. Там идет переработка древесины на строительные материалы. Это инвестнаправление весьма перспективное на сегодняшний день. Республика планирует получить более 25 миллиардов рублей. Уже на открытых производствах создано свыше 1000 рабочих мест. Татьяна Супряткина, Дмитрий Ведерников, телеканал Юргана.